Алхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна. Ванфа'на бима аллямтана ва зидна ильма. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Продолжаем ту серию уроков, которая была посвящена теме риба. И в конце прошлого урока, последнего урока, мы с вами подошли к теме риба наси'а, то есть второй вид риба, который был упомянут также и в хадисах, да, и о котором ученые говорят. Этот вид риба наси'а, риба отсрочки. То есть это когда человек продает, покупает какую-либо вещь, в которой может произойти риба, которые упомянуты в хадисе, и при этом отсрачивает выплату или обмен. Классический пример – это когда договорились между собой, да, обменять золото на золото, серебро на серебро, или же пшеницу, ячмень, финики на того же вида товара, да, золото на золото, или же золото на серебро с отсрочкой. То есть не за одну торговую операцию, не за один присест, не за одну встречу, а через какой-то промежуток времени. И этот вид риба, он всеми учеными считается запрещенным, всеми учеными, всеми сподвижниками, всеми табиайнами, да, и все они единогласны в этом мнении. И как раз-таки вот этот вид тоже был распространенным во времена джахилии. Во времена джахилии, когда отсрачивали, завтра принесу, потом дам, да, чуть попозже сделаю, и таким образом вот это вот случалось и во времена джахилии. Но также известно, что от Абдуллах ибн Аббаса, сподвижника, что он признавал риба лишь единственным видом риба – это риба отсрочки. И то, что сподвижник, да, либо какой-либо ученый придерживался какого-либо мнения, которое не соответствовало тому, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом нет ничего трагичного, ничего страшного. Почему? Потому что лишь один пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был защищен ото всех ошибок. Даже если что-либо он совершал, делал какой-либо поступок, ему Джибраиль тут же сообщал, то, что это нельзя, это неправильно, нужно это исправить. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сразу же исправлял. И поэтому ученые говорят, маасум миналь хата, защищенным от ошибок является лишь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Все те, кто помимо пророка, да, они могли допускать ошибки. Например, от Абу Бакра известно то, что он бабушке покойника или покойницы говорил, то, что я, говорит, не могу в Коране найти ни одного аята, где бабушке выделялась бы доля из наследства, да? И потом Абу Бакра поправили и сказали, нет, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что бабушке полагается 1/6 часть. Умар ибн аль-Хаттаб, да, с ним бывало так, то, что он какую-либо вещь мог не знать, и потом его другие сподвижники исправляли. Я, по-моему, уже несколько раз рассказывал эту историю, когда Абу Муса аль-Аш'ари пришел к дому Умара, уже во время правления Умара, постучался туда, не открывают. Еще раз постучался, не открывают. 3 раза постучался, не открывают, развернулся и ушел. И потом Умар, когда догнал уже его, нашел Абу Мусу, он говорит, ты почему, говорит, не дождался, пока я не открыл? Он говорит, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, если вам не откроет дверь после 3 стуков, 3 раз, разворачивайтесь и уходите. То есть смысл этого, что, возможно, хозяин дома не желает просто сейчас принимать гостей, занят чем-то либо там и так далее. И не нужно настойчиво стоять, там, да, стоять, долбиться и пытаться вникнуть, войти внутрь дома любыми путями. Нет. И Умар, услышав эти слова, он сказал,
если, говорит, ты не найдешь другого свидетеля в качестве подтверждения своим словам, что это были слова пророка, я, говорит, тебя, говорит, проучу. То есть тебя накажу за то, что ты наговариваешь на пророка. И Абу Муса тогда опешил, как сказать, испугался, потому что Омар, он был человеком слова, он не шутил, да? И когда уже, как сказать, не знал, что сделать, подошел другой сподвижник, говорит, я слышал эти же самые слова от пророка Мухаммада, саллаллаху, и Омар принял это. И это нам показывает то, что сподвижники, они ошибались, но при этом они сразу же, как узнавали то, что это истина, признавали ее. И то же самое и ученые. То же самое и ученые. Но разница между учеными и остальными людьми в том, что у ученых ошибок по пальцам счесть. А что говорить про других людей, там не только пальцев, там, наверное, волос на голове не хватит, чтобы именно сосчитать все ошибки обычного простолюдина, обычного человека. Поэтому в этом ничего страшного в том, что какой-либо сподвижник или какой-либо ученый сказал то, что, по сути, могло быть ошибкой. Потому что даже за эту его ошибку перед Всевышним он получает награду. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, «Ида иштахад аль-хаким». Если мудрец будет делать иштихад и будет пытаться решить, найти какой-либо ответ на какую-либо проблему, на какой-либо вопрос, если, говорит, он вынесет решение, и его решение совпадет с истиной, ему 2 награды. Если он ошибется, и его решение не совпадет с истиной, ему 1 будет награда. То есть, так или иначе, Всевышний Аллах все равно одарит наградой этого ученого, этого мудреца. И поэтому наша забота, нас, простолюдей, да, это относиться к ученым с уважением и не влезать в те моменты, в те споры и самолично решать и говорить, такой-то неправильный, такой-то неправильный. Это не нашего уровня дела. Ученым на их ошибки отвечают такие же ученые. И ученые сказали по поводу Абдуллаха ибн Аббаса, когда он придерживался мнения, что риба это только риба насия, только риба отсрочки. И сообщается, Абу Салих, один из табиайнов, сказал, я слышал, как Абу Саид аль-Худри, сподвижник, да будет доволен им Аллах, сказал, динар меняется только на динар, дирхем меняется только на дирхем, равным количеством, равным весом. И тот, кто потребует, чтобы ему добавили, или же, что он сам добавит, он допустил риба. То есть увеличит в объеме при обмене. И услышав это, я сказал ему, а ты слышал, как Ибн Аббас, он говорит то, что это не риба. Риба это говорит другое. И после этого Абу Саид аль-Худри говорит, нет, я встретил Ибн Аббаса, я с ним, говорит, поговорил, то есть сподвижник со сподвижником. Я, говорит, с ним поговорил и сказал ему, я слышал то, что ты говоришь, и считаешь, что это не риба. А то, что ты говоришь, Ибн Аббас, что риба это только риба отсрочки, ты это услышал, ты это нашел в словах Всевышнего Аллаха, либо ты это лично услышал у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, он говорит, нет, я это не нашел ни в книге Всевышнего Аллаха, и я это не нашел и в словах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, но мне Усама бин Зейд, тоже сподвижник, да будет доволен им Аллах и его отцом, сказал, передал мне слова пророка, где было сказано, риба только в отсрочке. Риба только в отсрочке. И после этого они обменялись мнениями, и Абу Саид аль-Худри привел ему свои доводы от пророка, саллаллаху алейхи, и как ученые сообщают нам, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах и его отцом, он принял и то, что риба бывает 2 видов, и риба надбавки, это тоже считается риба. Тоже считается риба. И таким образом, вот это вот разногласие, которое существовало при сподвижниках, оно было вылечено, оно было исправлено, и по сей день в этом не может быть никаких разногласий, никаких различных мнений. Почему? Потому что слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в этом предельно ясны. И поэтому, как итог, у риба 2 вида. Риба надбавки, когда при обмене товары, упомянутые в хадисе, обменивают с надбавкой, например, там 10 грамм золота обменивают на 13 грамм золота, да? Или же там тонну пшеницы обменивают на
1,5 тонны другого сорта пшеницы там, и так далее. Вот это вот недопустимо. И точно так же второй вид риба наси, отсрочки. Когда меняют что-то на такой же товар, который упомянут в хадисе, и при этом говорят не сейчас, завтра, послезавтра, через неделю. Поэтому это тоже считается риба. И теперь дальше, следующая тема, это тоже один из видов торговли. Называется бей'уль айна. Бей'уль айна. И как ученые говорят, то, что этот вид торговли состоит в следующем. Когда приходит, например, скажем, Абдулла, у него есть автомобиль, да, например, там неважно какой там модели, да, и он его хочет продать за 1 миллион. Находится покупатель, Абдурахман, который говорит: о, у тебя хороший автомобиль, давай я у тебя его куплю. Я у тебя его куплю, но я тебе отдам деньги потом. И затем Абдулла, сейчас, подождите, еще раз перефразирую, да. Абдулла говорит: у меня автомобиль, да, и я хочу его продать тебе, Абдурахман. Он говорит: хорошо, за сколько? За 1 миллион. Выплачиваешь мне деньги сразу. Все понятно. Сразу же выкупают, да, Абдурахман с автомобилем, Абдулла с деньгами, с 1 миллионом. И тут Абдулла говорит: слушай, но мне все-таки для работы нужен автомобиль. Давай я у тебя автомобиль выкуплю, но в рассрочку. И не за 1 миллион, а за 1 200 000. Представляете, да? И в итоге Абдурахман говорит: да, хорошо, хорошо. Тогда этот автомобиль, который только что я у тебя сейчас купил, я тебе обратно его продаю, и при этом ты мне остаешься должен 1 200 000. Что в итоге произошло? В итоге произошло просто обычный кредит. Он он и автомобиль при нем остался, так ведь? В его владении у первоначального продавца. У него еще и появились и деньги, 1 миллион, так ведь? Но при этом он остался должен тому самому покупателю, Абдурахману, 1 200 000. То есть он и автомобиль у себя оставил, и деньги получил, но при этом он должен вернуть деньги, по сути, на 200 000 больше. И как ученые говорят, это является самой настоящей хитростью обход риба. То есть он же, как сказать, прямо явно прийти и сказать, там, да, дай мне 1 миллион в долг, я тебе 1 200 000 верну. Это потому что, как сказать, и ежу будет понятно то, что здесь самый настоящий риба. Да? Но нет, он говорит, проводит вот эту вот схему с одним и тем же человеком, продает ему сразу и выкупает тот же самый товар в рассрочку. И в итоге за большую цену, да, и в итоге он и с товаром остается, и с деньгами, но должен вернуть больше. И вот это вот, уважаемые братья, ученые сказали, это запрещенная торговая операция. Так поступать нельзя. Когда два человека, то есть всего лишь 2 стороны, обмениваются товаром и при этом сначала продают сразу же за сиюминутный расчет, а потом выкупает этот же самый товар в рассрочку с отсрочкой платежа. То есть потом он ему деньги отдаст. Вот это вот самая настоящая хиля, как говорят, хитрость в обход этого запрета риба. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом упомянул в хадисе. И он сказал, если вы станете торговать видом торговли айна, и затем будете хвататься за хвосты коров, и будете довольствоваться земледелием, и оставите джихад, Аллах, говорит, вменит вам, нашлет на вас такое унижение, которое не возьмет у вас, не заберет у вас, пока вы не вернетесь к своей религии. Пока вы не вернетесь в своей религии. И вот в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает вещи, да, и говорит то, что если станете торговать между собой этим видом торговли. И по сути это является обходом, да, неким обманным путем пытаться обойти запреты Всевышнего Аллаха. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что это будет причиной того, что Аллах не спошлет на вас унижение. А когда упоминаются в хадисе подобные вещи, это говорит о том, что это является греховным поступком, запретным деянием, и поэтому оно является запрещенным. Так, и напоследок,
Так, но у нас время закончилось. Ладно. Иншаллах, продолжим на следующих уроках. Тема у нас будет такова: а что делать, если товары риба уже будут разных категорий, разных видов? Можно ли там делать надбавку? Можно ли продавать с отсрочкой и расплачиваться там через какое-то время? Об этом, иншаллах, будем говорить на следующих уроках. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.